Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие водолеи. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 22 по 28 августа. Мы посмотрим, какими могут быть события в этот промежуток времени для вас. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так и по знаку асцендента, либо по лунному знаку. А также напоминаю о том, что это общий прогноз. Не у всех одинаково он может отыграться. Итак, дорогие водолеи, будем смотреть, какие же события могут быть в этот промежуток времени для вас. С 22 по 28 августа. Что ж такое? Смотрим. Так, пока что никаких у нас совпадений нет, но будем смотреть дальше. Так, есть какой-то успех, победа в чем-то. Так, что это за успех у нас? Чего это может касаться? Успех водолеи. Для кого-то это успех в той сфере, в сфере красоты, в той сфере, где вы, может, работаете. Сфера красоты — это косметологи, парикмахеры, маникюр, ресницы. Так, успешный успех после каких-то потерь. Может быть какой-то рост, может быть какая-то новость от родственников. Может быть, смотрите, если были какие-то ситуации с родственниками, кто болел, то будет выздоровление. После каких-то потерь, может быть обманов, может быть каких-то стрессов, придет новость о том, что все наладилось. Придет новость о том, что все наладилось. Кстати, это может быть связано с потерями родственников. Но, в принципе, жизнь продолжается, и дальше все налаживается. Либо будут какие-то перемены. Так, здесь у нас есть... Смотрите, будут тут какие-то перемены. Что-то, то, что уже себя изжило, оно заканчивается, и открывается какой-то открываются для вас какие-то новые шансы. Но смотрите, здесь какие-то шансы, открываются шансы, но вы будете переживать по этому поводу все равно. Кстати, будьте внимательны к родственникам, те, которые вот касаемо по женской линии, то есть мамы, бабушки, там тети. Так, ну пока что у нас тут ситуация выравнивается, и все достаточно успешно. Дальше посмотрим сейчас, что у нас тут еще есть. Ну вот приглашение есть на какое-то торжество, вполне возможно.
что-то касаемо родственников, на какое-то торжество касаемо родственников. Это могут быть, кстати, вот здесь о любви говорится, это может быть и свадьбы, кстати. Могут быть приглашения, а может быть и знакомства на этом торжестве. Это могут быть, ну, такие вот приглашения, да. И, кстати, у нас тут косвенно еще тут есть две пары. Обручение, у кого-то может быть обручение, у кого-то может быть ситуации свадеб, у кого-то просто дни рождения, у кого-то, ну, разные ситуации, каких-то приглашений на торжество. Также есть ситуация любви, влюбленности, обновления чувств. Так. Либо любви к родственникам, к маме, допустим, к отцу, ну, к любимым родным своим людям. Так. Смотрим теперь, что у нас еще совпадает. Потому что совпадений пока что мало. Давайте-ка будем смотреть, просматривать. Есть у нас ситуация какой-то болезни. Болезнь. Болезнь. Все, что связано с головой. Это могут быть повышение давлений, это могут быть головные боли, мигрени, повышение температуры, ОРЗ. Болезни вот такого плана. Дальше смотрим. Так. Проверим еще раз, что у нас тут еще такого может быть. Конфликт я тут не заметила, да, но у нас есть здесь успех. То есть косвенно на успех повлиял какой-то конфликт. Ну и он не разгорелся в той должной мере. Вот для этого успеха. Либо вот он конфликт повлиял на успех, либо он не разгорелся в той мере. Мог бы быть грандиозный конфликт, а так, в принципе, обошлось все успешно. Так. Угу. И посмотрим еще вертикальки, да. Угу. Так, ну я пока ничего не вижу больше. Вроде как только 3 события получается. Угу. Так, ну что, подытожим тогда. Смотрите, 3-4 получается события, да, то есть у нас где-то ближе уже к концу недели ситуация такова, что, знаете, вот здесь у нас успех и рядом конфликт. Это что-то из той серии «Не было бы счастья, да несчастье помогло», да, либо вот конфликт помог для успеха. Вот с кем-то выяснили отношения, но не сильно там ругались, либо мог произойти конфликт, если бы что-то успешно не завершилось, допустим. Также может быть приглашение на какое-то торжество. Это может быть торжество родственников, это может быть ситуация каких-то свадеб, приглашение на свадьбы, обручения, там, крестины или еще что-то вот такое вот может быть. Либо просто на какое-то гуляние, на какое-то торжество, после которого может достаточно сильно болеть голова. Какая-то болезнь может быть. Ну вот в плане поднялось давление, температура, ОРЗ. Ну, к концу недели может быть такая ситуация. Мигрени, давление поднялось. Ну, такое вот. Есть ситуация еще влюбленности какой-то. Вот. Либо вспыхли чувства к родственникам,
Вот, либо вспыхли чувства, обновление чувств, либо какая-то влюбленность, познакомились на каком-то торжестве, тоже может быть. Вот такая вот ситуация. И давайте-ка посмотрим еще. Давайте-ка посмотрим еще карту совет на эту неделю. Что это за совет будет нам на метафорической колоде? Взаимодействовать с людьми, быть более спокойным, уравновешенным. По этой карте люди могут ну, скажем так, у человека может быть домашнее животное, которое может на данный момент его как бы успокоить, да, или вылечить. Вот если у кого-то коты есть, да, но мы же знаем, что коты у нас лечат. То есть положите на больное место этого кота, и все как рукой снимет. Это уже проверено. Так, хорошее отношение к животным, либо завести животное. Может, вам придет такая идея, это будет хорошая идея завести какое-нибудь животное, домашнего питомца. Либо ходить побольше, гулять, может быть, где-то гулять, хорошо проводить время, но проводить время именно, знаете, в саду погулять, в лесу погулять, я не знаю, там, ну, да даже просто элементарно сходить в ботанический сад, может быть, ну, вот такое вот что-то вот. Где-то вот взаимодействовать с природой. Так, ну вот как бы все. Всем спасибо за просмотр, за внимание, за лайки, комментарии. Всем пока-пока.